В народе говорят, понедельник – день тяжелый. Вот и для сотрудников местной администрации именно первый рабочий день недели является определяющим на ближайшие 5 дней. С 8 утра заместители главы и руководители отделов собираются на оперативное совещание у главы города. Это ключевое событие начинающегося дня. Отчеты о проделанной работе за минувшую неделю, постановка новых задач, планирование мероприятий. Все это обсуждается именно здесь. Причем тут же могут как объявить благодарность, так и отчитать за невыполненный план, либо нерешенную проблему. Количество рассматриваемых вопросов не зависит от времени года. К примеру, на сегодня основные задачи – приведение города в порядок, противопаводковые мероприятия, ремонт дорог, проведение республиканского конкурса «Ирандык-Мундары» и Дня Победы. Это из наиболее крупных, а мелких вопросов и того больше. После оперативки у главы проходят совещания на местах по отделам и подразделениям. И так каждый понедельник. Скажете, скучно? Ничуть. Ведь вся последняя информация по городу стекается именно сюда, вплоть до того, сколько детишек появилось на свет за последнюю неделю. Наиболее важные и острые темы глава города Халид Сулейманов рассматривает отдельно, непосредственно с теми, в чьей компетенции находится вопрос. На этот раз нас допустили на закрытое совещание, касающееся ремонта дорог. Когда и какие проезжие части отремонтируют, кто станет подрядчиком, какой объем финансирования будет в итоге. Вот ключевые вопросы обсуждения. В то же время заместители главы проводят осмотр объектов на месте. В частности, на сегодняшний день особое внимание уделяется строительным площадкам, ведь переселение в новые дома ждут десятки семей. И от того, как будет осуществляться контроль, зависит и дальнейшие темпы возведения жилья. Состояние квартир какое сейчас? Идет отделка, сантехнические работы заканчиваются. Вторник – день не менее загруженный, ведь именно во вторник на диалог с местной властью может выйти любой желающий. Глава и его заместители ведут прием граждан по личным вопросам. Как всегда, желающих пообщаться с представителями администрации набирается много. Вопросы у всех разноплановые – выделение жилья, помощь в трудоустройстве, благоустройство города, открытие новых автобусных маршрутов и другие. Некоторые из них решаются на месте, другие направляются на рассмотрение, но в общем люди остаются довольны. Последние 5 лет город наш все-таки идет к лучшему. Есть небольшие, но изменения имеются. Например, система образования. В медицине, конечно, многое можно сказать. Появляются хорошие врачи, специалисты. У нас дороги, наконец-то, начали налаживаться. Потом в этом году не было наводнений. Это очень отрадно. Есть, конечно, экологические проблемы, которые мне как географа волнуют. Есть и вопросы, которые волнуют наше трудоустройство, наших горожан, молодежь. Очень много молодежи уезжает на север, в другие регионы, потому что у нас трудоустройство среди молодых специалистов на низком уровне. Заместитель главы по социальным вопросам Гузель Ишимгулова в новой должности всего лишь несколько недель. А в муниципальной службе она работает уже более 10 лет. Считает, что в каждый поступивший вопрос или обращение нужно вникать. Девиз, мне кажется, всех муниципальных работников, которые должны работать на этой госслужбе, это быть сердечными, понимающими людьми, где-то, я говорю, может быть, даже и критичными по отношению к каким-то вопросам и так далее. Но нужно уметь находить общий язык с теми людьми, которые к нам обращаются. Не нужно просто так отправлять и говорить: идите, ваши вопросы не решатся. Вот без нас они не решатся. А вот такой вот быть хорошей вот палочкой, выручалочкой, допустим, для людей, это мы можем. Под свой личный контроль Гузель Ахметовна берет каждое обращение. К примеру, ряд накопившихся вопросов у многодетной матери она решила тут же, другие взяла на заметку. И в планах у нее также всегда поддерживать открытый диалог власти с населением. Очень рада, что я вернулась. Во-первых, это мой любимый город, я его очень люблю. Я горжусь, что я именно в Сибае родилась и живу, училась и работала. Мне очень приятно ходить по улицам нашего города. Это такой теплый, приветливый городок. Встречаться со своими знакомыми, одноклассниками, очень много знакомых. И родственников здесь проживает. И я хочу, чтобы, работая в этой сфере, я могла сделать больше для нашего города. Я патриот своего города. Самый лучший город на земле – это город Сибай. Самые лучшие люди, живущие на земле, это только наши сибайцы. Это понимаешь только тогда, когда уезжаешь за пределы города. Несмотря на то, что праздник у работников местного самоуправления относительно молодой, существует власти на местах со времен Екатерины II. Из-за века менялось законодательство и нормативы. Даже в последние десятилетия принятие законов кардинально подлежало изменению. А потому муниципальным служащим необходимо именно в данной области держать руку на пульсе. Ведь на знании и соблюдении законов строится вся работа власти и зависит правильность принятия тех или иных решений. Данная работа, она требует, самое главное, это, конечно, терпения, усидчивости, конечно,
любознательности, естественно. Ну и самое главное, конечно, это работа с людьми. Необходимо человека выслушать, понять, что он от тебя хочет, и либо дать совет, либо помочь ему в том или ином направлении. И, конечно, основная задача, чтобы человек ушел от нас, от муниципальных служащих, может быть, от государственных служащих, с верой в то, что он не останется один на один со своей проблемой, и что ему помогут. Вот это самое главное. Нам очень важно, например, мнение самих горожан на те или иные процессы, которые происходят в городе, на те или иные события, которые происходят в городе. То есть мы это, конечно же, прислушиваемся, мы берем это на вооружение и применяем это в своей работе. Потому что это все-таки мнение горожан, и не учитывать мы его не можем. Деятельность администрации города – это не только работа главы и его замов. В принятии решений участвует Совет депутатов городского округа, молодежный парламент, общественный совет. И только их слаженное взаимодействие в итоге приводит к нужному результату. Как вы считаете, можно ли сделать так, чтобы население, например, даже Сибая, стало довольно местной властью, чтобы ничего не возникало никаких вопросов? Это вообще реально сделать или нет? В идеале, конечно, такое вряд ли возможно, потому что в любом случае, даже если какие-то вопросы решаются, то население будет еще больше предъявлять в целях еще лучшего улучшения состояния инфраструктуры и в целом проживания в данном городе конкретном предъявлять большие претензии. Поэтому все относительно, и чем больше принимается, например, положительных решений, тем население, оно в принципе желает еще большего улучшения состояния. Поэтому... В целом уровень жизни в Сибае, как можете оценить лично вы? В целом хороший, тем более, что местные органы власти, они предпринимают решения, и хотя, конечно, сложности имеются, не все зависит от органов местной власти, но в силу своих полномочий они предпринимают усилия и по ремонту дорог, и в целом по инфраструктуре. Поэтому считаю, что в принципе органы местного самоуправления в рамках финансирования и в рамках своих полномочий эффективно выполняют свои функции. На сегодняшний день в России насчитывается 23 139 муниципальных образований. В этих организациях трудятся более 340 тысяч человек. Без преувеличения можно сказать, что за их трудом стоят практически судьбы городов. И в свою очередь остается пожелать нашим местным властям справедливого и честного пути в приумножении достоинства народной власти. Елена Афанасьева, Дамир Хайбуллин, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.